Продолжаем дополнять информационную картину воскресенья. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. В Якутии отмечают сразу два праздника – День матери и впервые День отца. В Якутске возложили цветы к стеле отцу и сыну. Теплая зимняя обувь за прививку от коронавируса. Концерн «Сахабулт» разыграет сертификаты различных номиналов. В Алекминск возвращается авиасообщение. Компания «Полярная авиалиния» открыла продажу билетов. В республике сегодня День матери, а в России впервые отмечают День отца. С праздниками якутян поздравил глава региона Айсен Николаев. В нашем стремительно меняющемся современном мире для каждого юного и молодого человека важно иметь четкие ориентиры в определении нравственных устоев, этики поведения, формировании гражданской позиции, взглядов на жизнь, идеалов и принципов. В этом важном воспитательном процессе огромное влияние имеют родители, мать и отец. В Якутии огромное внимание традиционно уделяется повышению статуса матери и отца, росту количества многодетных семей, их материальной поддержке, говорится в поздравлении Айсена Николаева. В честь Дня отца в Якутске возложили цветы к стеле отцу и сыну. В церемонии приняли участие представители Министерства труда и соцразвития республики, окружной администрации столицы, городской думы, Лиги отцов и Совета отцов Якутска. Напомним, что этот праздник на всероссийском уровне отмечается впервые. Согласно указу президента страны Владимира Путина, День отца с этого года будет отмечаться в третье воскресенье октября. Далее к эпидобстановке. Еще 253 человека заболели коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, сообщает оперштаб. Из них 130 в Якутске. По 13 случаев заражения ковид в Мегино-Кангаласском и Намском районах, 10 в Мирнинском, 9 в Верхоянском, по 8 в Алданском, Вилюйском и Кобяйском районах. В Амгинском, Сунтарском и Чурапчинском улусах по 6 заражений. Еще в 11 районах от 1 до 5 случаев заболевания. Исследовано за сутки более 5500 проб на ковид. А среди людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, национальный концерн «Сахабулт» проведет розыгрыш сертификатов. Для участия в розыгрыше нужно пройти вакцинацию в пунктах медицинского центра, которые находятся в Якутске по адресам Кальвица 3 и 202 микрорайон, корпус 2, а затем получить купон. Выявлять победителей будут каждую пятницу в прямом эфире на инстаграм-странице «Сахабулта». С помощью генератора случайных чисел разыграют сертификаты номиналом 1000, 3000 и 5000 рублей. Идея данного розыгрыша возникла как дополнительное стимулирование пациентов для вакцинации. Все мы помним и знаем о важности и по необходимости вакцинации, чтобы защитить себя от коронавируса. И сейчас идет самый период, когда мы закупаемся теплыми вещами, готовимся на зиму. И совместно с концерном «Сахабулт» мы решили провести совместный розыгрыш подарочных сертификатов среди пациентов, которые у нас прошли вакцинацию. Тем временем коллективный иммунитет в России достиг 45%, сообщили в федеральном оперштабе. По данным на середину октября 51 миллион россиян получили одну прививку, а 47,5 миллионов полностью завершили цикл вакцинации. Вместе с тем количество случаев заражения приближается к 8 миллионам. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что для достижения коллективного иммунитета вакцинацию должны пройти не менее 80% населения, то есть более 90 миллионов человек. К другим темам. Компания «Полярная авиалиния» открыла продажу авиабилетов по регулярному маршруту из столицы республики в Алекминск и обратно. Период продаж с октября этого года по март 2022. Рейсы будут выполняться на самолете Ан-24, говорится в сообщении перевозчика. Вылеты в октябре организуют 23, 27 и 30 октября, а с ноября по март их будут осуществлять по вторникам, четвергам и субботам. Стационарный пункт техосмотра на базе казенного предприятия «Дороги Арктики» открылся в Якутске в сентябре. На Хатын-Гюряжском шоссе проводят технический осмотр всех категорий автомобилей, от легковых до грузовых. Какие требования существуют к автомобилям и что может послужить для отказа дальнейшего осмотра, разбирался наш коллега Евгений Тайтонов.
По данным Российского союза автостраховщиков, технический осмотр транспорта в Якутии проводят 43 компании, но только 12 из них аккредитованы на все категории автотранспорта, куда входят легковые, грузовые и транспорт для перевозки пассажиров. Состояние кузова, исправность световых приборов, общая исправность, и это только минимум техосмотра. При установке силовых бамперов или отдельных агрегатов должно иметься документы с ГИБДД о том, что машина прошла переоборудование. Также это с ГБО. Обращаем внимание на ремни безопасности, на рабочее состояние кресел. Получается, все движимые механизмы должны быть в рабочем состоянии. Также в панели приборов не должны гореть ошибки в виде чеков или АБС. После прохождения первого этапа транспортное средство направляется на проверку тормозного механизма. Далее идет измерение люфта рулевого механизма и проверка на наличие подтека тормозной жидкости, нарушения герметичности трубок. Другой немаловажный аспект – это фары. Они должны светить не только ровно и прямо, но и ярко. Мелкий недочет может привести к отмене техосмотра. Прибор предназначен для измерения света фар. Он необходим для того, чтобы вот на дороге, например, машина едет, и она не слепила впереди едящего водителя. И как он, в принципе, измеряет? Этот прибор устанавливается перед фарой, далее устанавливается значение и видим в линзе, как он светит. Далее регулируется фара. Техосмотр каждый год прохожу. Нужен, конечно, каждый год пройти надо этот техосмотр, хотя бы раз в год. А так машина в целом состоянии отличное, хорошее. Прошел, думаю, техосмотр. Сейчас компания планирует открыть в 9 северных районах республики передвижные пункты техосмотра. Соответствующие документы уже отправлены в Российский союз автостраховщиков. Евгений Тайтонов, Артем Алексеев, Якутск. В центре столицы начался ремонт здания Национального художественного музея. Реконструкцию объекта проводят к празднованию столетия образования Якутской автономной республики. О ремонтных работах и проектах, посвященных юбилейной дате, расскажет Марфирина Алексеева. Мало кому известно, что фундаментом, основой создания Национального художественного музея стали 27 картин из фонда Государственной Третьяковской галереи. В далеком 1928 году эти картины были переданы в дар республике. Произведения великих художников представляют подбор образцов русской живописи второй половины XIX и начала XX века. К празднованию столетия образования Якутской автономной республики Национальный музей готовит очень символичный масштабный проект. В мае следующего года музей примет и представит гостям и жителям столицы более 50 картин из фонда Третьяковской галереи. Для того, чтобы принимать федеральные музеи и ценные экспонаты, залы должны быть оснащены климат-контролем и особым освещением. Именно эта задача стала причиной начатых ремонтных работ. Для того, чтобы те картины, которые здесь привезут, хранились в условиях влажности, безопасности, всех сохранностей, которые соответствуют мировым классификаторам хранения музейного дела. А для нас это же у нас все останется. И вот у нас художественный музей будет, который готов принимать на таких высоких уровнях, как Третьяковская галерея, такие картинные выставки. И надеемся, что посетители, конечно, придут сюда. Приедут школьники из улусов. Обязательно надо посетить, потому что более 50 произведений, причем произведения еще из постоянной экспозиции Третьяковской галереи приедут. То есть это классика, которую надо знать. Помимо преображения внутреннего, полностью обновится облик, фасад здания. Появится новое большое крыльцо, барельефы и новое освещение. Цвет, тона, все согласно по дизайн-проекту. Вот как видите, ярко-белый и желтым цветом. А во втором этапе полностью реконструкция крыла, центрального крыльца с пандусом для маломобильных людей. На этом ремонт не закончится. В следующем году планируется продолжить капитальный ремонт кровли. А то, что подтекало, кстати, мы его закрыли. В этом году мы сейчас еще 17 миллионов рублей выделим. Мы сейчас выделили 10 миллионов рублей, 17 выделим, и еще 18,5 на следующий год. К концу года закончится реконструкция галереи зарубежного искусства, расположенного по улице Петровского. К столетию образования Якутской автономной республики в обновленной галерее откроется всемирно известная выставка «Малые голландцы». Это композиция из 26 картин шедевров голландских художников. Марфирина Алексеева, Семен Семенов, Джелус Накентьев, Якутск.
Первая ледовая скульптура в сезоне, а может быть и во всей России. В Намском районе, далеко не в самом холодном Улусе Якутии, появилась первая ледовая фигура. Лауреат международных конкурсов, победитель Сочинской олимпиады по ледовым скульптурам Александр Шадрин провел мастер-классы. Мероприятие посвятили 25-летию его творческой деятельности. Знаменитые мастера республики высоко оценили первую работу, выполненную изо льда в новом сезоне. А якутский косплеер Аял Федоров с друзьями построил копию истребителя X-Wing из вселенной «Звездных войн» в натуральную величину. Ранее умелец прославился созданием макета корабля из сериала «Мандалорец». О новом творении в следующем материале. В парке отдыха Урдел, недалеко от Якутска, снова приземлился корабль из вселенной «Звездных войн». На этот раз здесь появился истребитель X-Wing, при помощи которого Люк Скайуокер уничтожил Звезду Смерти в фильме 1997 года, эпизод 4 «Новая надежда». Где-то 3 месяца делали спокойно летом. Построили, снимали для YouTube-канала видео, как делали корабль от А до Я. Где-то ушло, вот если точно сказать, с арендой, 400 где-то ушло. Автор и идейный вдохновитель проекта, якутский блогер и косплеер Аял Федоров, прославился в марте этого года, когда вместе с друзьями-энтузиастами построил копию звездолета Razor Crest из сериала «Мандалорец». Корабль также появился в парке Урдел, однако простоял недолго. Конструкцию разрушил сильный ветер. Конечно, это здорово, то, что люди будут приходить и смотреть этот корабль, потому что все они видели только на телефоне или на экране там в кинотеатре, да? И увидеть это в реальности, это вообще круто будет посмотреть. И такое мы дадим им возможность. По словам косплеера, сейчас его команда работает над созданием роботов R2-D2 и C-3PO из той же вселенной. А в планах на будущее создать копию корабля «Тысячелетний сокол», которым управляли Хан Соло и Чубакка. Правда, для осуществления этого проекта еще предстоит найти спонсоров. В завершении о спорте якутская «Заря» одержала победу над липецким ЛКС в матче 5-го тура регулярного чемпионата по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча прошла на площадке Дворца спорта «Квант» в Троицке и завершилась со счетом 4-2. В составе якутян дублем отметился Роман Аносов. По одному мячу забили Дмитрий Матицын и Сергей Сергеев. Эта победа для «Зари» стала второй в текущем сезоне. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. В следующем туре якутские футболисты встретятся с командой Golden Eagle из Ставрополя. Матч пройдет 23 октября. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с нами.